День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот о чем мы расскажем в ближайший час. Якутия подписала 21 соглашение на 58 миллиардов рублей на ПМФ этого года. Партнерами республики выступили крупные федеральные компании, субъекты страны и представители иностранных государств. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о защите русского языка. Он ограничивает использование иностранных слов на вывесках, рекламе, информационных знаках в общественных местах. На этой неделе отметили третью годовщину со дня создания добровольческого отряда «Ботур». За это время через отряд и центр подготовки прошло более 1000 якутян. Паромы по маршруту Якутск-Нижний Бестях в дни празднования Сэха начнут работу в усиленном режиме. Расскажем, сколько выйдет на линию и как изменится скорость логистики. В республике стартовала эстафета огня игр «Манчары-2025». Огонь зажгли в родном Аласе Василия Манчары в Мегино-Кангаласском районе. В Санкт-Петербурге завершил работу Петербургский международный экономический форум. Он прошел уже в 28-й раз, стал площадкой, которая объединила 140 стран мира и 20 тысяч участников. Якутия традиционно приняла участие на форуме, подписала ряд соглашений. И вот чего удалось добиться на ПМФ. Айсана Бурнашова расскажет. Главная тема форума – общие ценности, основа роста в многополярном мире. Общие ценности и даже флаги стран-участниц реют в едином порыве. Петербургский международный экономический форум проходит в Экспо-форуме. Это более 210 тысяч квадратных метров. Для оценки масштаба приведу пример. Сюда могут вместиться 30 футбольных полей. Деловая программа форума проходит в разных павильонах. Вот они расположились вдоль общего холла. Сегодня здесь не протолкнуться. Все участники, 20 тысяч гостей, прибыли в Экспо-форум. Разные цифры, разные павильоны, а значит и разные мероприятия. Регионы украсили стенды своей символикой. У Башкортостана это пчелы. Башкортостан славится своим медом. И 6-метровый медведь-пасечник. Медведь-пасечник, да, из игры «Берлога». Не только мед. У Башкортостана, как и Якутии, есть много достижений и в культуре. Теперь регионы будут вместе развивать креативную экономику. Музыку, кино, моду, анимацию, дизайн. Поздравляем вас! А вот стенд Новгородской области. Их символ – императорская корона. Она венчает герб региона уже 2 столетия. История – основа будущего. Так, одним из главных направлений сотрудничества Якутии и Новгородской области станет сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Это и поисковая деятельность, и установка мемориалов проекта «Бастионы памяти». В полях форума подписано и соглашение с ведущим университетом России – СПбГУ. У нас дети даже в отдаленных наших наследях смогут онлайн повышать свое образование с помощью одного из главных вузов нашей страны. Это важно, ценно. И еще с итогов форума главная тема – Ленский мост, и РФПИ станет его инвестором. Соглашение подписали на площадке Сбера. Соглашение подписано. На этом подписании участвовал, кроме Кирилла Дмитриева, руководителя Российского фонда прямых инвестиций, Герман Оскарович Греф, руководитель Сбера, который еще раз выразил свою поддержку. Главный наш проект будет и дальше получать соответствующее финансовое обеспечение. Но что касается строительной, то работы все идут строго по графику. А затем крепкое рукопожатие с Алексеем Миллером. Алексей Борисович Миллер. После подписания соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Республикой Саха-Якутия. Это именно партнерское соглашение. Очень большая возможность для наших научных институтов, для наших научно-технических компаний решать совместно задачи. Это будет то вечная мерзлота, экологические вопросы, работа в области больших данных и цифровизации, искусственного интеллекта. Представили на ПМФ и итоги национального рейтинга состояния инвестклимата. Якутия в топе. Отрадно, что Якутия вошла в число регионов, подтвердивших реализацию регионального инвестиционного стандарта в высоком качестве. По направлению инженерные сети и коммуникации мы вошли в топ-5 регионов.
Также Якутия вошла в топ-3 регионов наравне с Москвой по получению разрешения на строительство, сократив среднее время получения разрешения на 6 рабочих дней по сравнению с прошлым годом. И, конечно, Якутия на форуме укрепила международные связи. Кыргызстан, Королевство Бахрейн, Беларусь, Казахстан прошли результативные переговоры. Очень такие продуктивные переговоры с Беларусью. Мы намерены на новый уровень вводить наше сотрудничество, и белорусская сторона выражает очень большой интерес в работе с нашей республикой. Всего Якутия на Петербургском международном экономическом форуме подписала 21 соглашение на общую сумму почти 60 миллиардов рублей. Это цифра на 20 миллиардов больше, чем на ПМФ прошлого года. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Минобороны России сообщила о новом обмене пленными с Украиной. 19 июня Россия и Украина провели обмен военнослужащими. На родину вернулись российские бойцы, а взамен Киеву переданы солдаты ВСУ. Обмен произошел в рамках стамбульских договоренностей. Также 20 июня продолжились и санитарные обмены ранеными. Состоявшийся обмен был паритетным. Последний раз стороны обменялись военнопленными 19 июня. Тогда российских военных вернули на территорию Беларуси. После этого их вывезут самолетами в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Алло. Мам, привет, я приехал, я вернулся. Все нормально, я уже вернулся. В сварочную мастерскую Алданского политехникума третьекурсник Андрей Мельник сейчас приходит не на занятия. Юноша занимается изготовлением тележек для перевозки раненых. Одна такая тачка уже готова, скоро завершится работа над второй. Оба приспособления будут отправлены адресатам, военнослужащим и их близким. Оказывается, разная рода поддержка. Подробнее о видах помощи наш следующий сюжет. Сделать несколько соединений с двух сторон металлической конструкции, закрепить внешние швы. На завершение работы третьекурснику Алданского политехникума Андрею Мельнику потребуется не более получаса. В результате получится вот такая тележка, на которую устанавливаются носилки. Приспособление, предназначенное для транспортировки раненых с поля боя, будет отправлено в зону специальной военной операции. Бойцы ССУ прислали видео, что с просьбой нужна тележка для перевозки раненых бойцов. Техникум согласился сделать и начали сборку. Помощь бойцам Андрей считает своим личным долгом. При выполнении задач спецоперации погиб его старший брат. Приспособление для перевозки людей выпускник изготавливает по схеме, которую предоставили военнослужащие. Схему нам скинули в соцсети WhatsApp фотографию, и по ней уже начали ориентироваться делать. Схема оказалась несложной, и первую тележку студент изготовил быстро. Сейчас он работает над второй тачкой, а в проведении тестовых испытаний готовых изделий Андрею помогают одногруппники. Первая тележка заняла примерно по времени около часа, полтора часа. Андрей в этом году заканчивает политехникум. Через несколько дней студент защитит диплом, затем отправится в ряды вооруженных сил. Учиться в Алдан юноша приехал из Нерюнгри. После службы в армии планирует вернуться домой и работать по профессии. На протяжении 3 лет студенчества Андрей активно присоединялся к акциям в поддержку участников спецоперации и их близких. Собирали гуманитарную помощь, где-то первокурсники делали какие-то рисунки, не рисунки, сообщения писали им. То есть старались как-то отправлять, поддержать наших бойцов. Гуманитарные сборы, плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей. В политехникуме реализуется множество благотворительных проектов. Разноплановые акции направлены на поддержку как военнослужащих, так и их родственников. В нашем техникуме мы работаем с целой группой студентов, которые относятся к этой категории обучающихся из семей, чьи родители или законные представители у нас участвуют в специальной военной операции. Поэтому самая главная задача наша – это сохранить такое стабильное эмоциональное состояние детей. В настоящее время в политехникуме обучаются 15 студентов, близкие которых выполняют задачи спецоперации. Ребятам из семей военнослужащих преподаватели уделяют особое внимание. Мы проводили различного рода тренинги на снятие тревожности, психологические практикумы на создание условий, в
которых дети бы чувствовали себя уверенно, безопасно. Мы проводили такие формы работы, как занятия по нейрографике, по ниткографике. Приглашали специалисты, которые работали с ними в рамках создания оберега, и это им тоже очень понравилось. В политехникуме реализуется программа социально-психологического сопровождения семей военнослужащих. Специалисты воспитательного отдела совместно с кураторами групп ведут комплексную работу не только с обучающимися, но и с их родственниками. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На встрече со специалистами Якутского республиканского психологического центра главой Якутии Айсеном Николаевым была одобрена комплексная программа «Лидеры перемен». Она направлена на улучшение социальных навыков при взаимодействии с ветеранами СВО и членами их семей для лучшей их адаптации и ресоциализации. Также на протяжении 2 дней психологи Мегино-Кангаласского района проходили обучение по данной программе. Напомню, при психологическом центре Якутии работают круглосуточные номера доверия 8 800 135 50 для родителей и 8 800 20 00 122 для детей. Записаться на прием к психологам можно и по телефону 31 91 09. На этой неделе модули для самих ветеранов спецопераций вошли в состав обучающей блоков кадровой программы «Якутия. Земля героев». Курсанты получат материалы по происходящим сейчас социальным трансформациям, управлению изменениями, иными тонкостями психологической информации. Тем временем за первую половину июня по республике к госпитальному направлению в Ростове-на-Дону отработано около 500 новых и повторных обращений, проведено 600 индивидуальных и групповых видов психологических работ, включая повторные консультации в рамках полноценного сопровождения. На этой неделе отмечалась 3-я годовщина со дня создания добровольческого отряда «Ботур». За это время через отряд и центр подготовки прошло более 1000 якутян. Командир первого отряда Александр Колесов первым из якутян был представлен к званию Героя страны. Вместе с ветеранами боевых действий на праздновании годовщины побывал и мой коллега Александр Хавренко. Крепким рукопожатием и братскими объятиями встречают друг друга бойцы отряда «Ботур». Каждый из них в свое время принял решение отправиться в зону боевых действий и сражаться плечом к плечу со своими товарищами. Многие ребята проявили недюжинную силу, отвагу, мужество. Многие награждены государственными наградами. И в целом движение себя оправдало. Вот добровольческое движение Якутии, да, оно как бы прославилось на всю Россию. Ребята выполняют боевую задачу плечом к плечу со своими братьями из всей России. Вот. И Министерство обороны и руководство страны как бы высоко оценили вклад наших добровольцев в специальную военную операцию. В первый отряд вошли ветераны боевых действий, тех, кто уже понюхал пороха за свою жизнь. Но дальше к отряду стали присоединяться простые парни и мужчины, часто даже без опыта срочной службы. И тогда было принято решение создать тренировочный центр, в котором будущих бойцов готовят к боевым действиям. Очень больших результатов достигли. Сейчас уже еще есть и полевой лагерь, где у нас и окопы в полный рост, блиндажи, для того, чтобы наши добровольцы изначально уже знали, как они будут там жить, да, в каких условиях. Есть классы БПЛА, очень хорошая техника, Уралы, МТЛБ. Хотелось бы сказать спасибо инструкторам за их терпение, за то, что они готовят людей. Сейчас на передовой находится уже 28-й отряд, а в тренировочном центре проходит подготовку новобранцы из 29-го. Бойцы «Ботур» выполняют боевые задачи на важных направлениях спецоперации. Мы находились в Купянском направлении, да, отряд «Ботур». За это время, конечно, было много чего. Война, были потери, да, было обидно, конечно, молодые ребята. Но мы вот поставленные цели, задачи командованием все выполнили достойно. Ребята все достойны похвалы. В день трехлетия бойцам отряда вручили государственные награды Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Но самое главное, что в этот день многие бойцы могли встретиться со своими боевыми товарищами и пожелать друг другу одного – скорейшей нашей победы. Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. В Алекуминске назрела проблема с хлебообеспечением. На сегодняшний день в магазины города поступает 3000 булок белого хлеба. Часто его не хватает. По словам предпринимателя, который занимается этим делом, в ближайшее время придется либо резко снизить количество производимого хлеба, либо существенно поднять цену. В проблеме разбиралась Елена Фаст. Для каждого сегодня привычно зайти в магазин и купить булку хлеба, желательно с выбором. И да, такая возможность в Алекуминске пока имеется. Как? Пожалуйста. Хлеб всегда идет, да. Особенно ржаной разбираю в любом ассортименте. Поэтому и белый также. Есть никогда не хватает хлеба? Бывает такое, но как бы здесь в основном загвоздка в том, что, видимо, не доставляется хлеб по деревням. Поэтому, когда они сюда приезжают, они скупают оптом. То есть прям по много берут? По много берут, да, берут лотками, берут в достаточном количестве, чтобы, видимо, им хватило. Ну, а так-то... Пока имеется, потому что проблема, остов которой появился давно, выросла до принятия уже кардинального решения. На мука, соль, вот эти ингредиенты, которые идут на изготовление хлеба, самые дорогие транспортные. Объясню, например, контейнер муки, если стоит 300 тысяч, то его сюда привезти стоит еще 300 или 350. Да. А если, например, контейнер шоколада там, и кондитерских изделий стоит 5 миллионов, и его привезти тоже 300 тысяч стоит. Понимаете? Если в процентном соотношении раскидать это на сам продукт, да, получается, там вроде бы меньше 10% транспортные, а здесь 100 с лишним процентов получается. 3000 булок в день. Кто готов сегодня принять эстафету? Нет, наше. Сейчас оборудование у нас вообще наладно дышит. Выходит, бывает, из строя? Да. У нас, получается, ломается все, и у нас бывают задержки. То, что это, когда как-то у нас вообще сутки мы ничего не делали, потому что у нас тестами сломался. Сели, посчитали, что нам надо для того, чтобы закупить оборудование. Это без здания. На сегодняшний день оборудование для того, чтобы мы могли вот разные виды хлеба, кондитерку производить, нам надо где-то от 22 до 26 миллионов затратить денег. Посчитали, что здание надо построить, это еще где-то такая же сумма. Взяли и вывели арифметику, экономику хлеба. На сегодняшний день у нас у пекарни рентабельность 0. Абсолютно 0, мы готовы это показать любой проверке и так далее, учитывая того, что мы берем доставку, заработную плату, то-то, 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 амортизационные. У нас получается плюс-минус, мы работаем, вот, ну, я не буду сейчас лукавить, по-моему, мне показали цифру 700 тысяч за год, при обороте 75 миллионов, 700 тысяч, при этом не считая амортизационные, потому что уже у этого оборудования амортизационных нету. Население города о проблеме наслышано. Ну, хлеб всегда был самым необходимым продуктом питания. И то, что сегодня вот происходят проблемы с хлебом, это нехорошо. Как вы думаете, какой есть выход? Что можно сделать? Самим печь? Но это, конечно, накладно и долго. Ну, я не знаю, что-то нужно... Население ни в чем не виновато, что там где-то повышаются цены и так далее и тому подобное. Но хлеб-то необходимый продукт. И еще. Производитель не упомянул. С июля цены, скорее всего, опять поднимутся, в том числе и по запланированным приобретениям. Мы готовы работать даже. Мы предлагаем варианты, которые могли бы хоть как-то нам упростить жизнь. Но пока единственный выход может быть такой, чтобы наши горожане, наши жители должны тогда настроиться на то, что единственное спасение – это отпускаем цены. Мы вот, если обратили внимание, подняли на 10%, значит еще на 10% поднимем. Мы будем поднимать цену, еще раз говорю, до 90 это как минимум, чтобы мы могли дальше работать. Я даже экономически маленький такой пример вам приведу. В течение 3 лет, допустим, транспортные повысились на 100%. В течение 3 лет. А учитывая, что мы тут держали планку 10% наценка, в течение 3 лет у нас наценка произошла на 30%. 10, 10, 10. 100 и 10. То есть 30% хлеб подорожал за 3 года и на 100% транспорт. Есть варианты, которые опытный предприниматель готов рассмотреть, осознавая ситуацию.
Тогда, возможно, удастся, если не решить, то хотя бы нивелировать проблему. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В 2025 году стартовал национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он является продолжением завершившегося проекта «Безопасные и качественные дороги». Одно из направлений нового нацпроекта – приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети малых городских агломераций с населением свыше 20 тысяч человек. В этот список вошли Алдан, Мирный, Ленск и Нерюнгри. Планируется, что до 2030 года доля улично-дорожной сети в этих городах должна составлять не менее 85%. Продолжат наши коллеги из Нерюнгри. Ремонт улично-дорожной сети в Нерюнгри в самом разгаре. В этом году запланирован большой объем работ. Ремонт автомобильной дороги по улице Южно-Якутская сегодня завершается. Далее работы перейдут на улицу Кравченко. По улице Южно-Якутская проделан комплекс работ по приведению дорожного полотна в состояние, обеспечивающее его надежность, безопасность и эффективный отвод воды. В этом году у нас используется новый ГОСТ с применением двух видов асфальта, крупной и мелкозернистой фракции. Также подготовительные работы, очень большое внимание этому уделяется с выметением пылевых частиц, с ямочным ремонтом, чтобы в процессе не было разрушения дальнейшего. До начала празднования республиканского ИС Халанхо планируется отремонтировать еще несколько городских дорожных артерий. Завтра мы приступим дальше на перекресток Кравченко Южно-Якутской. После этого мы перейдем на участок с примыканием Мира. После этого мы пойдем на геологов, будем делать карточный ремонт до поворота на больничный комплекс. Все эти работы у нас запланировано завершить до проведения ИСАХа в городе Нерюнгри. А дальше мы пойдем на внутриквартальные, самые тяжелые разбитые участки дорог. Параллельно в Нерюнгри ведутся работы по очистке автомобильных дорог и внутриквартальных проездов от щебня. Обновляется дорожная разметка. Все, кто приезжает, говорят, маленький городок, но красивый. И те, кто... У меня подруга приехала, она 10 лет уже как в Нерюнгри не живет. И она обратила внимание. Вышли до библиотеки прогуляться. Идешь, а асфальт прям шуршит у тебя под ногами. И я впервые увидела, что, оказывается, асфальта не вот такой, как обычно, а вот такая подушка. Я не специалист, и я обратила внимание. Цель национального проекта «Инфраструктура для жизни» – комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Ленском районе продолжается водное сообщение по маршруту Ленск-Пеледуй-Вити. В этом месяце судно будет ходить 5 раз в неделю. Направление пользуется большим спросом, мест свободных не бывает. Тему продолжат наши коллеги. Сегодня Полесье отправляется по маршруту Ленск-Витим-Пеледуй. Как всегда, мест свободных нет. Татьяна Туркевич – постоянный пассажир. Ее знают в лицо и проводник, и командир судна. У женщины 11 детей. Все они родились в Ленском роддоме. Для роженицы, надо сказать, проезд был бесплатным. Сегодня субсидированный билет ей обошелся в 3500 рублей. На этот раз Татьяна приезжала к нотариусу. Если кто-то не едет, можно что-то передать. Вот. И, я приезжала в общем, документы сделала, так как у нас там в Пеледуе не всегда можно попасть к нотариусу. Она бывает раз в месяц. И здесь можно к ней более доступно прийти в любое время. И сделать документы. Кто-то приезжает по больничным делам. Татьяна призналась, что билеты нужно приобретать заранее. Полесье пользуется большим спросом. В этот день в районный центр по делам приезжала и заместитель главы поселка. Алена Борисовна приехала утром, и уже после обеда женщина отправилась домой. Мы очень рады, что все-таки у нас водный транспорт в этом году есть. Для жителей Витима, Пеледуя это очень хорошо. Мы очень боялись, что не будет этого вида транспорта, потому что были серьезные финансовые трудности и у компании, и у района по поводу субсидий. Мы рады, что все-таки вопрос решился, и наши жители пользуются, и субсидированный билет, все-таки 3500 это не 7000. По этому направлению Полесье курсирует 5 раз в неделю. С 13 июня запущены коммерческие рейсы между Алекминском и Ленском. Такое соглашение было достигнуто между районной администрацией и Ленатурфлот. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Стоимость составит 8500 рублей. Также достигнуто соглашение с Ленатурфлотом о предоставлении субсидии с бюджета муниципального района Ленский район
Субсидия составила 2 миллиона 390 тысяч рублей. Будет осуществлено 80 рейсов по маршруту Ленск, Хамра, Ярославский, Пеледуй, Витим, Ленск. Это очень социально значимое направление, что позволит жителям Ленского района получать скидку 50% на стоимость проезда. Также субсидированными стали перелеты на самолете по направлению Ленск-Мирный, Мирный-Ленск. Количество рейсов увеличено. Они будут осуществляться до 20 августа. Полесье будет ходить до окончания навигации. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. В эти дни в районах республики начали отмечать национальный праздник ЭСЭХ. Традиционно в этот период существенно возрастает нагрузка в работе паромных переправ. В связи с этим речники перешли на усиленный режим. Будет ли увеличен тариф и какие нововведения ожидаются на переправе, знает Даяна Федорова. С наступлением лета наблюдается значительный рост числа пассажиров, стремящихся пересечь водные просторы. Паромщики принимают все необходимые меры для бесперебойной работы. Сейчас курсируют порядка 10 паромов. Только один вмещает в себя до 60 легковушек. Почаще бы хотели, а то долго стоим в очереди. Вот в прошлый раз я ждал 2 с лишним часа. Сколько я не езжу в Бестях, там, в Заречные районы, возвращаться всегда дольше, очередь дольше, длиннее, поэтому думаю, надо усилиться на ЭСЭХ. Несмотря на ожидания в накопителе, интервал движения паромов будет сокращен с 30 до 20 минут. Что касается тарифов, повышения не ожидается. Цены на легковые автомашины варьируются от 1250 до 1950 рублей за машину, в зависимости от ее габаритов. Оплата за пассажира составит 350 рублей. Машины увеличиваются в связи с праздником ЭСЭХ. Потом будет также Ирманчар будет. Потом у людей начнутся ягоды, грибы. В принципе, мы готовы, все. Самое главное, чтобы соблюдать, чтобы люди не нервничали, чтобы все понимали, заезжали в линии, в накопитель и стояли в очередь. Паромщики работают с 5 утра до 12 часов ночи. Как утверждают представители организации «Паромы Якутии», система накопления оправдала себя. Для улучшения зоны ожидания разрабатывается проект, на который будет выделено около 130 миллионов рублей. Проектная документация на бетонирование площадок накопителя уже готова, прошла государственную экспертизу. Сейчас, опять же, с министерством прорабатываем, чтобы здесь подрядная организация пришла, на конкурсной основе выиграла тендер и забетонировала площадки накопителей. В этом же проекте рассматривается вопрос о том, чтобы при въезде в накопитель поставить специальные кассы, в простонародье будки, для того, чтобы водители, заезжая в накопитель, оплачивали сразу за проезд и спокойно ждали свою очередь. С учетом повышенного спроса специалисты призывают пассажиров заранее планировать свои поездки и учитывать возможные задержки. Даяна Федорова, Иван Саркаумов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В регионах России за 2,5 года исполнили более 920 соцконтрактов. Их общая сумма составила порядка 133 миллиардов рублей. С января 2022 по май 2024 года исполнены 924 социальных контракта на строительство объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры по нацпроектам. Это 37,4% от общего числа рассмотренных счетной палатой закупок. Всего же были проанализированы 2500 общей стоимостью в 676 миллиардов рублей. Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон об ОСАГО. Согласно ему, выплата при оформлении европротокола, то есть без участия ГИБДД, вырастет с нынешних 100 тысяч рублей до 200. Мелкие аварии без вызова ГИБДД оформлять станет выгоднее, только обязательно при этом фотофиксация.
Объясню, как это будет работать. Если была проведена фотофиксация аварии, материалы поступили непосредственно страховщику, и при этом у водителей нет претензий друг к другу, то пострадавший может рассчитывать на выплату в размере 400 тысяч рублей. Если фотофиксация имеется, но есть и споры, то по новому закону пострадавший может претендовать на 200 тысяч рублей. Если согласие есть, но нет фото, всего лишь 100. Не зря говорят, реклама – двигатель прогресса. Едва ли можно пройти по улице и не наткнуться хотя бы на одну вывеску или плакат. Против засилия англицизмов в рекламе недавно выступила Государственная Дума, одобрив во втором и третьем чтениях новый федеральный закон. В чем его суть, разбиралась Сержана Гармаева. На днях из-под пера депутатов Госдумы вышел закон о защите русского языка. Теперь официально реклама, этикетки и вывески не должны содержать иностранных слов. Так что никаких сейл и шоп, только распродажа и магазин. Работа над законопроектом велась еще с 2023 года, а при его составлении учитывали мнение региональных парламентов. За 1,5 года Иль Тумен отправил в Госдуму 12 правок, 11 из них отражены в законе. Парламентарии Якутии изменениями остались довольны, ведь за национальными республиками оставили право самостоятельно регулировать вопросы языковой политики. Появилась строки о том, что субъект сам может принимать законы вот по тем изменениям, а также может сам же установить положение об использовании официальных языков народов, коренных народов Севера в местах их компактного проживания. Народные избранники уверяют, у лингвистического пуризма цель благородная – уберечь русский язык от внешнего влияния. Однако волна заимствований, которую мы наблюдаем сейчас, не первая за тысячелетнюю историю России. Ведь были разные волны, когда к нам приходили иностранные слова, они приживались. Вот. Еще Пушкин писал «панталоны, фрак, жилет». Вот этих слов на русском нет. Возникает резонный вопрос. Если англицизмы – часть неизбежного исторического процесса, имеет ли смысл законодательно вести с ними борьбу? Филологи уверенно отвечают – смысл есть. Я думаю, что надо спасать русский язык, и Государственная Дума очень правильно, своевременно вот этот издала закон, которому должны подчиняться все. Потому что у каждого человека, будь он предприниматель или еще кто-то, у них своих целей и задачи. Но это не должно портить русский язык. Якутские предприниматели новыми требованиями озабочены. Замена одной вывески влечет за собой немалые финансовые траты. Но владельцы бизнесов важность закона понимают и готовы следовать его букве. Любая смена вывески – это очень дорогие, вложения, от 50 до 500 тысяч. Да, сейчас такие суммы у нас затрат на смену вывески. И вот в этом плане они как раз осуществляют свои тревоги, беспокойство. Но самое главное, чтобы правильно им донесли. Я считаю, что эти меры, они все-таки необходимы. Конечно, это не только же придираться к предпринимателям, да, или прочее. Есть послабление, есть говорится о том, что если у тебя товарный знак, и ты его защитил, ты вправе его дальше использовать, никто это не ограничивает. Чтобы выяснить, как горожане относятся к иностранным словам в публичной сфере, мы вышли на столичные улицы. Не против, не против. Вообще без разницы. Конечно, мы русские люди, лучше на русском разговаривать. И названия, чтобы были на русском. У нас сейчас английский язык, в принципе, в обиходе везде присутствует. Международный язык. В обиходе все равно будет использоваться и молодежью, и школьниками. Или якутский, или русский. Мы живем в России, в Якутии. Вот когда говорят «окей», «чао», да, мне становится как-то смешно. Закон вступит в силу в марте 2026 года. Перемены коснутся не только рекламы. Например, названия новых жилых комплексов тоже должны быть написаны кириллицей. Сержана Гармаева, Станислав Потапов, Семен Семенов, Якутск. Социальная столовая имени Ирины Гузовой «Графский берег» продолжает свою работу. Напомню, ее деятельность была ненадолго приостановлена в связи с проблемами с отопительной системой. В настоящий момент столовая работает на летней веранде по вторникам, четвергам и субботам с 12 до 4 часов дня. В день здесь могут обеспечить горячим обедом до 50 человек. Руководит столовой Марина Тугова, продолжает дело своей матери Ирины Гузовой. Она заявила, готова продолжать доброе дело, но вместе с этим отметила, зимнее помещение нуждается в ремонте.
Самая большая проблема – это финансирование, потому что нет финансирования, нет ремонта, нет закупки продуктов. Покупаем по мере возможности. Приходится часть денег, которые зарабатывает муж, отправлять на коммунальные услуги, а часть на продукт. Планы, наверное, более чем печальные, да, на самом деле, потому что если в этом году нам не одобрят газовое отопление, то мы просто закроемся. 100 лет на страже зрения. Вековой юбилей отмечает офтальмологическая служба республики. За это время ее специалистами проделана огромная работа как в Якутии, так и за ее пределами. История и успехи якутской офтальмологии были обсуждены на научной конференции, посвященной знаменательной дате. Все подробности у Вероники Таюрской. Флагманом в сохранении и лечении зрения Дальнего Востока по праву считается Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница. Ее врачи находятся на постоянной связи с коллегами из других регионов, что помогает оперативно обмениваться опытом. Мы курируем Якутию, Саха-Якутию, и поэтому периодически наши врачи приезжают сюда, знакомятся. Но сейчас такой курации большой не нужно, потому что уровень развития якутской офтальмологии достиг, можно сказать, своего пика. И все самые сложные вмешательства производят сами якутские офтальмологи. С 2022 года Якутская офтальмологическая больница открыла филиал в Донецкой Народной Республике. За это время бригадами там было выполнено порядка 2000 операций. Продолжаются работы мобильных бригад и на территории республики. Так, за 2024 год специалисты больницы совершили 20 выездов в различные районы. В ближайших планах у офтальмологической службы усилить работу в Южной Якутии. У нас есть амбициозный план по Южной Якутии. Мы знаем, что там есть большая востребованность, там и Северо-Амурской области заинтересован в том, чтобы получать качественную офтальмологическую помощь. И мы планируем там открыть Южно-Якутский центр микрохирургии глаза. Надеюсь, все получится. В принципе, у нас все для этого есть. Сейчас и медоборудование, и кадры вот как раз мы подготовили. И если все пройдет хорошо, то уже осенью в Южной Якутии помощь будут получать люди на месте. Во второй день работы конференции приглашенные гости из Иркутской и Ленинградской областей показали мастер-классы для якутских коллег. Так была проведена витреоретинальная операция, которая по праву считается одной из сложнейших. Она подразумевает вмешательство, направленное на лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела глаза. В ходе операции хирурги могут как восстановить, так и удалить стекловидное тело. Дополнительным существенным осложнением может стать наличие сахарного диабета у пациента. Данные пациенты они представляют достаточно серьезную социальную проблему на сегодняшний день, и при отсутствии должного вмешательства они, к сожалению, теряют зрение. Поэтому постараемся поделиться сегодня опытом с коллегами из Республики Якутия, и надеемся, что наш приезд будет чрезвычайно позитивным для них. Данная операция относится к микроинвазивной, она делается через микропроколы диаметром всего около полумиллиметра. И через данные микропроколы используются одноразовые инструменты, с помощью которых выполняются манипуляции внутри глаза. Естественно, при сахарном диабете используются и лазерные технологии. Не менее сложные операции прошли в соседнем зале. Так, одному из пациентов провели комбинированное хирургическое вмешательство с целью устранения проблем с сетчаткой глаза и замены хрусталика на искусственный. Пациент 60 лет, у него очень высокая близорукость, порядка -10, катаракта, то есть помутнение хрусталика. Также у него проблемы с сетчаткой, там происходят надрывы сетчатки, и у него есть угроза потери зрения. Пациентка, которую мы уже прооперировали, у нее был макулярный разрыв, это разрыв центральной зоны сетчатки, из-за которого пациентка фактически потеряла зрение. Сейчас мы ее прооперировали, я думаю, что в течение месяца она реабилитируется, но, может быть, не 100%, но будет она видеть гораздо лучше. Высококвалифицированные специалисты, современное оборудование и передовая методика позволяют в больших объемах оказывать качественную помощь населению. Так, количество операций, проведенных в условиях стационара офтальмологической больницы, в прошлом году достигло отметки в 10 тысяч. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Виктор Дьячковский, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем.
До Исах-Туймады остается ровно неделя. В преддверии национального праздника глава города Евгений Григорьев провел осмотр местности Усть-Хатын. Подробнее о том, что ожидает гостей, у Тимура Колмогорова. В данный момент на территории Усть-Хатын продолжаются работы по благоустройству, налаживаются системы водо- и электроснабжения, а также проходит утрамбовка дорог. Помимо этого ведется работа по модернизации инфраструктуры комплекса. Также уборка территории, санитарная очистка, обработка от комаров, плюс электроснабжение. Получается, 27 июня полностью здесь будет запитано. Если будет отключение электроэнергии, здесь мы поставим 2 резервные аварийные дизельные электростанции. Тоже мы это предусмотрели. В этом году Исах-Туймады приурочен знаменательным датам: 80-летию Великой Победы, 125-летию известного деятеля якутской культуры Сергея Зверева и 100-летию видного государственного деятеля Гаврила Чиряева. Всего запланировано проведение более 100 различных мероприятий. Если говорить подробно о культурной программе, в этом году мы попытались учесть все, включили все заявки, которые к нам поступили. Это концертные программы. У нас будут гости из Хабаровского края, ансамбль песни и пляски Министерства обороны примет участие с концертной программой. Ну и из Москвы артисты приезжают и во время Исаха тоже дадут свои концертные программы. Традиционно одним из самых ожидаемых событий Исаха-Туймады станут игры Дыгына. Нынешний турнир станет 30-м по счету. В борьбу за лавры первенства выступят 16 сильнейших многоборцев республики. Отметим, что победитель игр получит денежный сертификат на сумму 3 миллиона рублей и автомобиль УАЗ «Патриот». Еще, кроме игр Дыгына, у нас пройдет игры Бергена. Да, это среди детей. Мы тоже отбор сделали. Спортивная площадка с утра будет. 8 детей отбирались на игры Бергена. Там тоже хорошие призы. Молочник «Дождик» призы выставил, да. Мотоцикл, велосипед и самокат. И пройдут наши традиционные игры хапсагай, масс-рестлинг, стрельба из лука. Во время проведения Исаха в сторону Усть-Хатына и обратно будут курсировать 2 маршрута. Стоимость проезда наличными составит 80 рублей, а безналичным методом 70. На самой территории будут работать специальные шаттлы. Вместе с тем глава Якутска предупредил жителей, что на территории комплекса будет выключена связь мобильного интернета. Будут работать мобильные телефоны только на звонки. Не будет работать интернет с мобильных телефонов, поэтому для удобства горожан прошу, пожалуйста, всех максимально взять возможность снять наличные, либо взять карточку физическую для обеспечения оплаты в общепите и торговых рядах. Для работы стабильных торговых рядов мы обеспечим их связью проводной. В этом году на Исахе-Туймады ожидается более 25 тысяч гостей не только с районов республики, но и из других регионов России. Напомним, что праздник пройдет 28 и 29 июня в местности Усть-Хатын. Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. До 22-х игр по национальным видам спорта игры Манчары остается чуть меньше 20 дней. Министерство спорта и физической культуры организовало пресс-тур в Татинский район. Представители республиканских средств массовой информации осмотрели новые объекты. Стадион на 3000 мест, многофункциональный спорткомплекс имени Алексея Турнина, а также Татинский лицей, где будут располагаться судьи и журналисты. Основные строительные работы на главной площадке спартакиады стадионе Нюргун-Ботур завершены. Проводится сборка мебели, оформление мелких архитектурных форм и озеленение. Выездная комиссия оценивает готовность объектов на 95%. Сейчас завершающая стадия, сборка мебели, сборка оборудований. А так вот дорожку, поле все закончили, полностью 100%. Трибуны тоже все 100% закончили. Но полную сдачу наших объектов мы должны сделать в конце июня. В конце июня комиссия по сдаче объектов приедет сюда и, конечно же, все проверит. В родном Аласе Василия Манчары 20 июня зажгли благословенный огонь 22-й спартакиады по национальным видам спорта, которая состоится уже с 7 по 12 июля в Татинском районе. Эстафета огня пройдет по селам Мегино-Кангаласского района, Якутску и дойдет до места проведения самых масштабных соревнований этого года. Я мечтал увидеть это место, потому что много лет изучал Манчары, писал о нем книгу, даже ее скульптуру создал. И для меня это большая честь увидеть
не только его, скажем так, балаган, где он, на том месте, где он родился, но и вот эту сосну. А я знаю по литературе, что он сюда, когда сбегал из каторги, постоянно сюда возвращался. Здесь он пел песню. Пока наследие Манчары есть, память о нем есть, якуты будут сохранять тот же дух, вот самобытность, этническую самобытность. Во Владивостоке с прошлого года работает новое летнее развлечение. Прямо на берегу Японского моря установили искусственную волну для занятия серфингом. Такой вид занятий доступен абсолютно всем возрастам. Подробнее расскажет Лиана Михайлова. Искусственная волна, единственная в городе, расположена в центре города на пляже Кунгасный. Это полностью автоматизированная горка обеспечивает безопасность благодаря мягкому материалу, что делает падение с доски безболезненными. Здесь есть удобные места для переодевания и отдыха. Занятие длится 1,5 часа, что вполне достаточно. По словам основателя, новички могут освоить серфинг и поймать свою первую волну, а опытные – тренироваться и совершенствовать свои навыки. Мы планируем приобрести вторую волну, которая будет находиться именно в помещении, чтобы она была круглогодичная. Вот. Она будет намного больше этой, потому что это одинарная, будет дабл, она называется так. Она шире в 2 раза. Вот. Чтобы мы могли заниматься, тренироваться, и люди к нам могли приходить зимой, в любое время суток, даже если на улице непогода, чтобы они приходили в помещение и занимались. Когда, естественно, погода хорошая, то есть они могут приходить к нам сюда на Кунгас и здесь заниматься именно на открытом свежем воздухе. Люди удивляются. Для начала у нас были такие даже случаи, люди приходили и говорили: «Ой, это что, батут у вас такой большой?» Нет, это у нас не батут, это у нас искусственная волна. Вот. И много кто, очень много людей именно восхищается этим. То есть нет такого, что там, зачем это такое развлечение такое сделано. Для того, чтобы кататься здесь на волне, важно понимать, какие доски существуют. Для этого существует 2 типа досок. Первый — это бодиборд. Здесь ложатся прямо на доску и катаются на волне. Второй тип — это флоуборд. Он намного маневреннее. Здесь стоят прямо на ногах. Конструкция состоит так, чтобы не соскальзывать и устойчиво держаться на ногах и на волне. Для того, чтобы хорошо держаться на искусственной волне, не требуется особенная подготовка. По словам инструктора, на доску может встать абсолютно каждый. Когда гость встает на волну впервые, ему проводят инструктаж и всему наглядно учат. Это в детской группе, чтобы детки, когда впервые катаются, чтобы они встают после воды, чтобы не терялись, а сразу же видели, где выход, спокойно выходили. Когда катаем взрослыми, такого не происходит. Я, инструктор, нахожусь снизу, запускаю людей наверх. Если вдруг что-то, я либо поднимаюсь наверх быстро, либо, если экстренная ситуация, то мы вырубаем воду, чтобы помочь. Сначала мы проходим инструктаж, обязательно я все рассказываю, показываю, как нужно правильно падать. Падаем мы на спину, голову поджимаем к себе, чтобы не выбивать позвонки сзади на шее. В принципе, это все. На самом деле таких травм прям нет, потому что она у нас сама по себе мягкая. Вода течет, ты упал, и тебя смывает наверх. По утрам здесь специально проводят занятия для детей. Даже тем, кто пришел в первый раз, удалось встать на доску и насладиться полностью катанием. Родители планируют записывать детей на постоянные занятия серфингом, учитывая низкую травмоопасность и уникальность этого спорта. Очень понравилось стоять на волнах, особенно когда на животе качешься. Меня пригласили подружки, мы вместе с ними катались, и сначала было сложно, а потом не очень. Мама говорит, что хорошо, но надо стараться. В ближайшем будущем основатели данного развлечения планируют поставить горку в закрытом помещении, чтобы кататься на ней можно было даже зимой. Лиана Михайлова, Владивосток. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. А я с вами прощаюсь. До встречи.